Всем привет! В эфире передача «Дом, хозяйство и село». В нашей передаче вы сможете получить исчерпывающую информацию о ведении хозяйства, разведении скота и программах, ориентированных на развитие сельского хозяйства. Наша передача посвящена всем, кто заинтересован в создании собственного подсобного или фермерского хозяйства, всем, кто добился успеха в этом деле и готов поделиться своим опытом. Передача «Дом, хозяйство и село» предлагает самый доступный на сегодняшний день способ обратиться за помощью в Азиатский кредитный фонд, где не только выделят средства, но и помогут в разработке оптимального бизнес-проекта. В прошлых передачах мы подробно рассказали вам о домашнем скоте. Как ухаживать за животным, как и чем кормить, как заботиться о приплоде и как помочь больному животному. Сегодня мы расскажем вам о правильном содержании скота. Сегодняшняя передача называется «Дом для домашних животных». Домашний скот относится к классу млекопитающих, отряду парнокопытных и подряду жвачных. В полном смысле домашним скотом, то есть животными, существование которых принципиально зависит от человека и без которых, в свою очередь, и человеку трудно обойтись, не более 7-8 видов. Эти виды сыграли историческое значение в развитии культуры. К ним относятся крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, буйвол, 2 вида верблюдов, лама, альпака и северный олень. Из парнокопытных, нежвачных, к домашнему скоту относится свинья. Непарнокопытный скот – это лошадь и осел, а также их гибриды – мул и лошак. Сельскохозяйственные животные приносят непосредственную материальную выгоду человеку. Это молоко, мясо, шерсть и кожа. Рабочий скот и служебные животные приносят пользу человеку, выполняя рабочие функции – перевозку грузов, охрану и так далее. Основа хорошего здоровья и высокой продуктивности животных – это правильное содержание скота зимой. Помещение, в котором содержится скот, а также внутреннее оборудование – стойла, стоки, кормушка, привязь, утварь – за летнее время должны быть полностью отремонтированы. Стены необходимо продезинфицировать после выгона коровы на пастбище и перед постановкой ее на зимний период. Особенно важно устранить сквозняки, тщательно заделать щели. Окна обязательно должны открываться, а располагать их нужно сбоку или сзади, выше головы животного. Если вы собираетесь содержать домашних животных только для своих нужд, в этом случае вам нет большой необходимости в строительстве, например, коровника или овчарни, а если вы же собираетесь заняться животноводством всерьез, то в этом случае вам без специально оборудованного помещения не обойтись никак. На следующий год я планирую заняться разведением скота. Конечно же, сани надо готовить летом. Хочется услышать практические советы по устройству коровника, кошары и конюшни. Если вы решили заняться разведением домашнего скота, вам необходимо подумать о жилище для своих животных, ведь от того, насколько помещение будет удобным и надежным, зависит здоровье животного, а следовательно и его продуктивность. Кошар должен быть закрытый. И желательно, вот, допустим, чтобы не, кормушки делают все по-разному, но и желательно, чтобы была кормушка снаружи. Вы подали сено, скот покушал, и чтобы не разбрызгивали там сено, допустим, не бывает, раскидывают, топтают там. И чтобы у них было всегда под низом сухо. Сухо это обязательно надо, крыша нужна. Если, допустим, сильно холодно, надо сарай, теплый сарай. Потому что их сарай обязательно ночью бывает очень холодно. Хоть у них даже шерсть есть, но для них тоже это холод. Они тоже живое существо, потому что без этого никак. Некоторые есть даже, допустим, так держат, навес там прикрыто, закрыто, все думают. Нет. А потом скот начинает весной болеть. Всякие болезни начинают выходить весной. Вот это тоже есть. Чтобы мочой не было, там у них сухо было. Обычно, если там полы малые делают, не убирают там неделю, допустим, там моча накапливается. Ягнята есть, а ягнята очень быстро они начинают болеть. Вот я как говорил вам, что вот надо их обязательно отделять. Мы, допустим, вот смотрим, уже как баран готовится в имя, все, выгоняем мы его, в смысле, загоняем еще в теплый сарай, потому что он может ночью родить. А не углядишь, может ягненок замерзнуть. Если ягненок замерз, то уже все это, уже он не жилец. Уход нужен обязательно хороший. Чтобы такой скот у вас получилось, надо смотреть.
В овчарне должно быть сухо и достаточно светло. Кроме этого, каждой овце следует предоставить достаточно места, иначе ваша овечка будет себя не очень комфортно чувствовать, а это скажется на ее продуктивности. Особенно это касается самок в период беременности и лактации. Желательно на это время им обустроить отдельное от основного стада помещение. Ну вот мы выгоняем скот на летний сарай, там на минут, на полчаса, водопой, там прогулка им. В это время мы подметаем сарай, подметаем, убираем сарай. Но там уже в сарае должен, допустим, у нас сарай, под низом бетон. Сверху саманом стелим, когда вот их загоняем скот, чтобы саман был толстым слоем, чтобы баранам не было холодно. А потом уже она сама постепенно уже начинает трамбироваться и остается сухим у них под низом. И всегда у них сухо, тепло остается так же. Подметать каждый день убирается навоз. Пришло время поговорить о конюшне. Конюшни приносят хороший доход. Можно оказывать услуги обучения верховой езде, а также присмотра и ухода за лошадьми, оставленными на время. При постройке конюшни учитывается, значит, на каждую лошадь требуется определенная площадь. Значит, денники строятся из расчета где-то 2 на 3 метра. Это где-то 6 квадратных метров на одну лошадь. Каждая лошадь стоит отдельно, кобылы отдельно, жеребцы отдельно в каждом деннике. Лошадь очень чистоплотное животное, поэтому конюшню надо постоянно содержать в чистоте. Чистота – это залог хорошего здоровья. Лошадь – это очень чувствительное животное, которое быстро реагирует на болезни. Процесс лечения проходит довольно тяжело, поэтому гигиене животного и уборке конюшни надо уделить особое внимание. Конюшня светлым быть. В каждом деннике должно быть окно. Потом полы должны быть, бывает разных типов полы. Бывают глиняные полы, бывают деревянные полы. Сейчас некоторые коневладельцы делают асфальтовые, но асфальтовые не рекомендуется. Лучше всего это деревянные и глиняные полы. Оборудуется кормушкой, обязательно кормушка бывает в деннике. Бывает в некоторых передовых конных заводах, значит, водопой там внутри бывает, там этот механический бывает для водопоя. Она нажимает, и сама вода проходит. Многие люди любят лошадей и в свободное время с радостью катаются на них верхом. В Казахстане у нас имеется 1 500 000 лошадей, из них 85%, то есть 1 300 000 голов, 300 000 голов содержится табунным способом. Для табунных лошадей построек не требуется, они круглый год находятся на пастбищном содержании. Около 200 000 голов лошадей в Казахстане – это спортивное направление. Для них делаются постройки конюшни. Значит, в конюшне находятся денники. Каждая лошадь в спортивном конюшне стоит в отдельном деннике. Мы рекомендуем строить конюшню сразу для 2 лошадей. На это есть несколько причин. Во-первых, лошади – животные стадные, точнее табунные. Они не любят одиночество, за редким исключением. В отсутствии общения с себе подобными у лошадей может испортиться характер, развиться вредные привычки, от которых потом очень сложно избавиться. При постройке и оборудовании коровника необходимо учесть размеры животного. Все в коровнике должно быть удобным для вашей буренки. И кормушка, и стойло, и привязь. Помещение должно быть теплым, без сквозняков. Помимо оборудования в коровнике должен быть ручной инвентарь: вилы, совковая лопата, метла, корзины, ведра, щетка. Кормушки и стойла необходимо периодически чистить и мыть.
Коровы – режимные животные. Нарушение строго установленного порядка чистки животного, поения, кормления, доения и прогулок ведет к снижению продуктивности животного. Если идет сбой распорядка, то у коровы пропадает аппетит и снижается надой молока. Чтобы ваши домашние животные были здоровыми и приносили вам прибыль, они должны содержаться в надежных, специально оборудованных помещениях. Во сколько же обойдется постройка такого жилища, мы узнаем в рубрике «Почем?». Расценки работы таковы. Стоимость создания эскиза данной постройки составляет в среднем от 500 до 750 тенге за квадратный метр, а сами строительные работы и стройматериалы равны 30 тысячам тенге за работу над метром площади данной постройки. А если и стройкой вы займетесь сами, то такой коровник вы сможете окупить за год. Расценки работы таковы. Стоимость создания коровника составляет в среднем 10 тысяч тенге за квадратный метр. Ну а если для строительства коровника стоимость составляет 10 тысяч тенге за квадратный метр, то для строительства овчарни составляет 5 тысяч тенге за квадратный метр. При этом, если участок небольшой, то для успешной работы вполне достаточно собственного труда, к которому можно привлечь членов своей семьи. Актуально ли фермерство в современное время? Давайте узнаем. Я думаю, нет, потому что корм дорогой, сено дорогое, пастбищ не осталось, все в руках у участников. Я думаю, что вот поэтому это мое мнение, я думаю, нет. Конечно, выгодно. Выгодно в таком случае, если он будет масштаб большой. Достаток в ваших руках, дорогие телезрители. Наверняка каждый из вас может смело завести собственное фермерское хозяйство, иметь подворье, разводить домашних животных, выращивать культуру и иметь на столе продукты, а вместе с тем и прибыль. Азиатский кредитный фонд и передача «Дом, хозяйство и село» – это ваш путеводитель и помощник в том, чтобы вы были информированы и достаток в вашем доме приумножался. До новых встреч, дорогие друзья!